Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. 27 апреля – День Республики Саха-Якутия. Это не просто дата в календаре и не только повод для торжеств. Это редкий момент, когда прошлое и настоящее вступают в прямой диалог, когда за официальными формулировками проступают судьбы людей, решения, принятые в переломные эпохи, и тот долгий путь, который регион прошел к сегодняшнему дню. С течением времени меняется многое – политический контекст, общественные настроения, формы празднования. Но сам праздник остается точкой сборки смыслов. Здесь пересекаются историческая память, культурная идентичность и представление о будущем. Сегодня мы попробуем посмотреть на праздник шире привычных формулировок, как на живой процесс, который продолжает меняться вместе с самой Якутией. А поможет мне в этом Александр Кинкимен, доктор юридических наук. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я уже представила так в начале, да, что мы постараемся избежать каких-то официальных формулировок, но тем не менее, какое значение 27 апреля, День Республики, имеет для нас сейчас? 27 апреля – это, безусловно, важнейшая дата в жизни нашей республики. Во-первых, я хотел бы отметить, что 27 апреля 1922 года решением Президиума ВСИК была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Раньше про Якутию говорили, что это такая дальняя окраина, это тюрьма без решеток и все такое прочее. И я ради справедливости хочу отметить, что советская власть нам дала многое. Вот именно с приобретением статуса автономной республики был взрывной рост интереса к культуре, образованию, развивалось здравоохранение, но при поддержке советского правительства была осуществлена научной экспедиции по инициативе Максима Кировича Амосова, которая работала с 1925 года и во многом предопределила будущее, потому что были сделаны очень хорошие такие выводы, да, какой потенциал у республики. Ну, во-вторых, конечно же, старание самого народа, стремление народа к тому, чтобы быть образованнее, чтобы быть в числе равных со всеми другими народами. И в этом отношении мы можем сегодня констатировать, что Республика Саха-Якутия – это сегодня регион, где образование считается приоритетным, и большое количество людей имеет очень хорошее, достойное образование, что позволяет им быть востребованными и конкурентоспособными. Во-вторых, конечно же, то, что в 1992 году, именно в этот день, вступила в действие новая Конституция Республики Саха-Якутия. Михаил Ефимович Николаев был председателем Конституционной комиссии, и Верховный Совет Республики во главе с Климентом Егорычем Ивановым, а это 165 депутатов, приняли эту Конституцию, по которой мы сегодня живем. Вот почему этот праздник имеет огромное значение. Можем сказать, что это День Республики, можем говорить о том, что это День Конституции Республики Саха-Якутия. Можем с гордостью говорить о том, что мы из Якутии. Да. Но у нас же два ключевых события – 1922 год и 1992. Почему вот все же именно они выбраны ключевыми для празднования? У нас история-то у республики очень богатая. Вот будем даже 400-летие Якутии в состав России отмечать. Да, конечно. Но здесь я еще хотел бы подчеркнуть важность 27 сентября, когда мы отмечаем День государственности. И в этом смысле я хочу подчеркнуть, что именно 27 сентября 1990 года Верховным Советом Республики 12-го созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым была принята декларация о государственном суверенитете, которая стала первоосновой для принятия Конституции, для подписания федеративного договора, потому что Михаил Ефимович Николаев был одним из активных инициаторов этого процесса. И я хочу сказать о том, что федеративный договор от 31 марта 1992 года является государствообразующим. Это документ, который сохранил целостность и единство Российской Федерации в новых условиях. И в этом, конечно, значение Михаила Ефимовича Николаева, который был одним из признанных лидеров региональных, говорит о многом. И мы, отмечая
День государственности, конечно же, должны прежде всего преклоняться Михаилу Ефимовичу как отцу, основателю Второй Республики. К этому числу я причисляю Климента Егоровича Иванова, который возглавлял Верховный Совет Республики, Дмитрия Николаевича Миронова, который был первым председателем Конституционного суда Республики Саха-Якутия. А когда мы упоминаем образование Якутской АСР, мы, конечно же, вспоминаем Максима Амосова, Платона Юнского, Степана Аржакова, Исидора Барахова, Алексея Широких, других представителей, достойных представителей нашего народа, которые в то время были абсолютно молодыми людьми, но в то же время именно благодаря им мы приобрели этот статус республики, мы сохранили свою территорию обширнейшую, мы смогли дальше развивать, и из поколения в поколение мы можем гордиться нашими руководителями, такими как Илья Георгиевич Винокуров, да, Семен Захарович Борисов, Гаврил Иосифович Черяев, Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов. И сегодня наш всенародно избранный Илдархан Айсен Сергеевич Николаев. То есть, как вы говорите, эстафета продолжается. И самое главное, я хотел бы отметить, что в этом процессе участвует народ. Если бы народ у нас не был таким сплоченным, если бы народ не проявлял интереса вообще к политике как таковой, наверное, вот таких результатов не было бы. Ну и, конечно же, мы понимаем, что сегодня страна переживает непростые времена, и они, конечно же, связаны с ведением специальной военной операции, на что требуются большие расходы. Ну и в этой связи и республиканский бюджет ощущает определенные трудности, и нам, конечно же, необходимо перетерпеть такое сложное время. Но не случайно наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин делает все возможное для сохранения единства, неделимости нашей Родины. Вот западные страны спят и видят, когда мы по разным национальным квартирам разбредемся, но этого не должно происходить. Мы единый народ, многонациональный народ России. Ну, во-вторых, я хотел бы отметить, что год единства народов как раз-таки направлен на то, чтобы мы понимали ценность этого явления. Ну и год культуры, объявленный в Республике Саха-Якутия, предполагает то, что мы должны относиться с большим пиететом к тому, что мы сохраняем. Именно сохраняем язык, сохраняем культуру, развиваем, передаем его новым поколениям. И все это наши достижения. Продолжим. Сейчас просто напомним зрителям, что работаем мы в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 411-242-1439 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914-235-0502. Вот если говорим о том, чтобы сберечь День Республики, это про память, получается? Про национальную идентичность? Да, мы вот многие события можем, как говорится, подзабыть, да? Вот каждый человек отмечает день рождения. Это тоже вот то же самое, мы отмечаем день рождения нашей республики. И это радостный праздник, и это возможность посмотреть, что мы прошли, и возможность видеть перспективу, что нас ждет, да? К чему мы должны стремиться, находясь в единой семье российских народов. И в этой связи я хотел бы отметить, что, как вы в начале передачи упомянули, насчет 400-летия вхождения Якутии в состав великого российского государства. И я хочу отметить, что за все эти почти 4 века мы ни разу не изменили своему историческому выбору, в том числе с оружием в руках защищая интересы нашей Родины, годы Первой мировой войны, годы Великой Отечественной войны. И сегодня в условиях ведения специальной военной операции мы имеем 12 героев Российской Федерации, ребята, которые совершили ратный подвиг ради Родины. Ну и мы находимся накануне Дня Великой Победы, и в этой связи хотел бы упомянуть, что те люди, которые годы Великой Отечественной войны защищали Родину, потом вернулись в мирную жизнь, вот на примере Михаила Михайловича Федорова я могу проиллюстрировать, что он не только был солдатом Победы, кавалером многих боевых орденов и медалей, но и человеком, который стоял у истоков высшего юридического образования
нашей республики. Он был прокурором республики, он сделал все возможное для реабилитации имен наших просветителей, которые были незаконно репрессированы. Он сделал все возможное для укрепления материально-технической базы. Если вы значит, посмотрите, вот здание прокуратуры, вот старое здание, это вот при Михаиле Михайловиче построено, потом уже пристрой, это уже при Мельникове Николае Васильевиче и Шумске Сергей Владимирович, они это все дополняли, да. Он добился того, что были целевые места в Харьковский юридический институт, Свердловский юридический институт, и эти выпускники в последующем стали такими очень серьезными людьми, которые дальше служили нашей Родине. Например, Колмогоров Василий Васильевич дослужился до заместителя генерального прокурора Российской Федерации. Егор Михайлович Ларионов был спикером Палаты Республики, Афанасий Петрович Ларионов был спикером Палаты представителей, Макар Макарович Яковлев был народным депутатом СССР, и этот список можно продолжать. А то, что вот Михаил Михайлович основал высшее юридическое образование, а в последующем уже в 2000 году у нас образовался самостоятельный юридический факультет, первым деканом, который была Степанова Альбина Афанасьевна, в последующем Гоголев Петр Васильевич, а ныне руководит Рум Румович Ушницкий. И вот эта вот эстафета, переданная значит, разными поколениями, благодаря Михаилу Михайловичу, дает нам основание гордиться нашими выпускниками. Ну, например, Сергей Васильевич Местников, Ольга Валерьевна Балабкина, заместители председателя правительства республики, значит, Тресков Игорь Борисович, сенатор Российской Федерации, значит, Дичковский Алексей Прокопьевич, он заместитель генерального директора акционерной компании «Алроса», Гурьева Сардана Михайловна, уполномоченный по правам человека, и я могу этот перечень продолжать, в том числе включая вот летучих Любовь Егоровну, которая является председателем Верховного суда Республики, это все наши выпускники. Поэтому вот люди, которые прошли через горнило войны, а потом в мирной жизни тоже совершили свой трудовой уже подвиг, мы должны ими гордиться, и мы должны говорить о них, как о людях, с которых мы должны брать пример. Ну вот лично я был учеником Михаила Михайловича Федорова, и я помню, в 90-м году, в мае месяце, я защищал свой дипломный проект на тему «Политико-правовые аспекты повышения политического статуса Якутской автономной Советской Социалистической Республики». Это было в мае 1990 года. И он был моим научным руководителем. Потом он в 1994 году пригласил меня, и я стал заведующим кафедрой. И в единственном числе тогда была кафедра правоведения в нашем университете, не имея ни ученого звания, ни ученой степени. Ну и в последующем все это мы, как говорится, всего достигли, но мы гордимся тем, что именно с Михаилом Михайловичем Федоровым, с Ольгой Дмитриевной Максимовой мы смогли разработать концепцию развития юридического образования на первую четверть 21 века, и благодаря этому документу мы продвигаемся, достигаем многого. И наши студенты сегодня являются очень востребованными, конкурентоспособными, и даже в студенческие годы они проявляют себя с наилучшей стороны, являясь победителями различных всероссийских олимпиад, участниками больших научно-практических конференций. Я сам являюсь научным руководителем студенческого научно-дискуссионного клуба «Будь первым». Мы опять же ассоциируем это с именем Михаила Ефимовича Николаева, который очень многое сделал для развития нашего университета. И наши ребята, вот, приглашая разного рода гостей, удивляет их тем, что по тем вопросам, по которым они являются специалистами, наши студенты выступают с докладами, и где-то они здесь у нас еще что-то приобретают новое, новый взгляд, новые подходы. Ну и, конечно, эти встречи очень полезны для самих студентов. На этой неделе была еще одна полезная встреча, я думаю, в Национальной библиотеке в историческом зале. Прошла конференция, да, посвященная личности Тыгын Дархана. Да, это не конференция, это заседание общественно-консультативного круглого стола «Кустук», который я веду с 1996 года, вот уже на протяжении 30 лет. В рамках деятельности этой площадки мы рассматриваем разные интересные вопросы, которые касаются жизни города, республики, страны. Я помню, в 1996 году мы
значит, обсуждали вопросы выборов президента Российской Федерации, и у нас выступали люди, которые представляли разные штабы, например, там Лебедя, Явлинского, Ельцина и так далее. Вот эти люди сегодня находятся в политике, а тогда они были молодыми людьми. И, значит, это приобщение, да, к тому, чтобы рассматривать разные политические вопросы, разные общественно-политические процессы, проявляя тактичность, проявляя, значит, чувство того, что мы можем выслушать каждого. Вот в этом сила Кустука, то, что мы проводим эти заседания, и мы не принимаем там каких-то резолюций, направленных на то, что кто-то что-то должен сделать. Мы обговариваем проблему, и это средство массовой информации уже транслирует, кто как может. В том числе иногда говорят «желтая пресса», мы приглашаем всех. Для нас не существует официальных и неофициальных, потому что именно такой взгляд, объективный взгляд на те или иные процессы формирует общественное мнение. А для нас очень важно добиваться реального диалога между обществом и властью. Если общественность участвует в этих процессах, это очень здорово. Вы упомянули то, что мы 22 апреля провели действительно очень такой серьезный круглый стол на тему «Личность Тыгын-Дархана через призму веков». И это мы сделали как раз-таки в рамках подготовки к 400-летию вхождения Якутии в состав российского государства, потому что это был человек, который был признан народом. И это был лидер, который объединил разные племена, разные улусы для того, чтобы мы сосуществовали мирно, для того, чтобы именно посредством своего труда, мирной жизни каждый мог содержать свои семьи, развиваться, становиться богаче. Ну и в последующем его потомки тоже стали великими людьми. Ну и вообще хангаласский род, он имеет больших знаковых людей. Возьмем Мазары Базекова, Сафрона Сыранова. До того мы проводили круглый стол, посвященный Илье Максимовичу Шадрину. Про него вот в течение 2 столетий как-то не было официальных данных. Благодаря вот именно племянницам Ильи Максимовича, это Галина Ефимовна Шадрина, Юлия Ефимовна Дичкова, которые, бывая в различных архивах, в том числе и в Санкт-Петербурге, добыли документы, которые подтвердили то, что именно Илья Максимович был на приеме у 3 императоров. У Екатерины II, у Павла I и Александра I. Причем он каждый раз ставил вопросы, направленные на развитие края, на повышение интереса к Якутии, на то, чтобы права якутов не были каким-то образом ущемлены. И он даже во множестве своем участвовал в различных судебных разбирательствах, защищая свой народ. Он первым поставил перед императором вопрос, что почтовая гоньба, она не может быть просто так наложена на якутский народ, что здесь должна быть специализация. Вот почему зародилась государевы ямщики, которые приезжали из центральных областей. Им платили соответствующие жалования, в том числе тем людям, которые, представляя якутское население, тоже получают за это оплату. Да? Но и вот в вопросах языка, чтобы это было справедливым, чтобы оно не было двойственным, чтобы оно имело соответствующие размеры. И даже вот в 1822 году был принят устав об управлении народцами, который был составлен выдающимся российским юристом Михаилом Михайловичем Спиранским. Там тоже есть те моменты, которые ставил вот Илья Максимович. Для того, чтобы управлять краем, в первую очередь необходимо уважительно относиться к местному населению. И это тоже история нашего края. Ну и Тыгын-Дархан, конечно, объединяя якутские племена, вот, рассматривал все вопросы через призму того, как нам мирно сосуществовать. Например, очень много легенд, рассказов о том, как он свой исых организовывал, да? Насколько много народу туда прибывало, и все приходили с добрыми намерениями. Вот на этом круглом столе выступал Андрей Савич Борисов, с основным докладом выступал Борисов Андриан Афанасьевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований. Также принимал участие
Алексеев Анатолий Николаевич, очень признанный большой ученый, почетный гражданин Республики Саха-Якутия. Также выступал Толстых Геннадий Владимирович, вице-президент Академии наук. Также выступали краеведы Ильин Николай Семенович с Хангаласского улуса. С Хангаласского улуса выступал Анатолий Петрович Антонов, председатель районного совета. И они, конечно же, проводят очень большую работу, чтобы вот все эти личности никогда не забывались. И мы планируем в рамках работы нашего общественно-консультативного круглого стола «Кустук» дальше рассматривать легендарных личностей, вот, в том числе губернатора Крафта, да, в том числе других лидеров, включая и советский период. И мы будем обсуждать и Илью Максима, Илью Егоровича Винокурова, Семена Захаровича Борисова, Григория Иосифовича Черяева. Вот всех наших лидеров мы до 2032 будем обсуждать для того, чтобы мы каждый раз возвращались к их именам и через призму их деятельности мы сохраняли историю. Ведь уважение к своей истории, знание своей истории – это один из важных факторов для того, чтобы уверенно смотреть в будущее. Ну, смотрите, в разные такие, скажем, временные промежутки отношение к празднику бывает разным. Что сейчас утрачено, а что вышло, наоборот, на первый план? Вы правильно вот в начале передачи сказали, что на самом деле это событие не только вот повод для праздника, да, это прежде всего, наверное, повод для осмысления. И вот в этой связи я считаю, что в начале 90-х у нас был действительно такой вот взрывной рост патриотизма, интереса к истории своей республики. Ну и, конечно же, желание участвовать в строительстве новой, второй республики. И мы благодарны всем нашим гражданам за то, что они были активны. Ведь именно в тот период, благодаря вот усилиям Михаила Ефимовича Николаева, была образована акционерная компания «Алроса». В день подписания федеративного договора Республика Саха-Якутия в единственном числе подписала соглашение по экономическим вопросам, где были определенные квоты по золоту, по алмазам, по другим полезным ископаемым. 25 ноября 1992 года было подписано соглашение по разграничению собственности. И все это давало возможность для наращивания объемов бюджета, доходной части бюджета. И мы те 90-е годы, будем говорить, более-менее успешно прошли, а это были годы очень сложные. Это годы распада Советского Союза, да? Это годы перехода от плановой экономики к рыночным отношениям, когда мы должны были психологически, также вот в образовательном плане перестроиться кардинально. Это были совершенно новые времена, и вот благодаря личности Михаила Ефимовича Николаева, мы, относясь к нему с большим уважением, преклоняясь перед ним как человеком, который вышел из народа. У него мать уборщица, отец простой человек, а он вот добился того, что он стал таким знаковым человеком для всей республики. Поэтому я знаю, что и среди нынешнего поколения молодых политиков есть те люди, которые будут развиваться и в последующем тоже возьмут на себя бразды правления. И вот из поколения в поколение должна передаваться любовь к родной республике. Каждый должен чувствовать свою ответственность за будущее. Вот почему, конечно же, мы должны понимать, что жизнь дается человеку не для того, чтобы вести праздный образ жизни или жить только для себя, а должно быть так, чтобы в последующем каждый мог оглянуться и спросить себя, что я сделал-то, какой след я оставил. Вот почему очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что мы живем, работаем ради республики. И здесь, конечно, много того, что мы делаем на общественных началах. Ну, например, вот касательно того, как я к этому отношусь, я могу отметить, что начиная с 1992 года я возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада-спорт». Я очень горжусь то, что мы привнесли игры наших предков и сделали из них великолепные, востребованные, конкурентоспособные виды спорта. В том числе вывели их на всероссийский и международный уровень. Ну, на примере масс-рестлинга можно
проиллюстрировать, что Сахада Спорт в 92 году, а в 96-м мы начали образовывать различные федерации по видам спорта, создали некую такую конкурентную среду, как каждая федерация работает, насколько успешно. Мы ежегодно проводили чествование лауреатов Ассоциации Сахада Спорт. Это лучшие спортсмены, лучшие тренеры, лучшие организаторы, лучшие спортивные журналисты, лучшие федерации и так далее. А вот в 96-м образовалась федерация перетягивания палки, тогда это называлось. А в 2002 году уже Всероссийская федерация масс-рестлинга. В 2012 году уже Международная федерация масс-рестлинга. И сегодня Международная федерация масс-рестлинга объединяет в своих рядах уже порядка 70 стран со всех 5 континентов планеты. И в таких странах, как Индия, Канада, Пакистан, в школьной программе есть масс-рестлинг. Представляете, чем мы можем гордиться? Вот борьба Хапсагай уже проводили чемпионат мира, уже зарегистрирована Международная федерация борьбы Хапсагай. То есть эти виды спорта уже внесены в официальную программу очередных игр кочевников, которые в этом году пройдут в Кыргызстане. Вот это все говорит о большом интересе к национальным видам спорта. А для того, чтобы это все продвигать, мы, во-первых, позаботились о том, чтобы была нормативно-правовая база. Во-первых, благодаря Вячеславу Анатольевичу Штурову мы утвердили концепцию развития национальных видов спорта первой четверти 21 века. Мы имеем единственный в Российской Федерации отдельный закон о национальных видах спорта в Республике Саха-Якутия. Мы имеем Центр развития национальных видов спорта. Это тоже наша гордость, где работает более 100 человек, специально работает над продвижением наших видов спорта. Мы имеем Чурапчинский институт физкультуры, и в Институте физкультуры СВФУ специальную кафедру развития национальных видов спорта, которые обеспечивают научно-методическое сопровождение. И в этой связи эта комплексная работа дает результаты. Вот почему наш опыт сегодня востребован. И вот я помню, когда Миниханов к нам приезжал, в 2022 году посещал ИСЭХ, в том числе смотрел чемпионат мира, который мы проводили. Потом мы здесь в прошлом году проводили Сабантуй, и в рамках Сабантуя проводили соревнования по масс-рестлингу и татарской борьбе куреш. Он приходил, смотрел. Ну и, конечно, все это говорит о том, что братские народы должны друг друга дополнять. И в этом плане наш опыт для них тоже интересен, потому что в Казани мы проводили большую всероссийскую научно-практическую конференцию по развитию национальных видов спорта. Ну, в том числе у нас же и богатая культура. Аланхо признана нематериальным наследием ЮНЕСКо. Здесь мы тоже молодцы. Да, здесь я могу упомянуть, что в год столетия Платона Алюнского в 1993 году Михаил Ефимович Николаев был с визитом во Франции. Встречался с Жаком Шираком, тогда он был мэром города Парижа, встречался с лидерами ЮНЕСКо, других международных организаций, ну и продвигал вот эти идеи о том, что у нас многогранная культура. И мы очень рады, что в целом в последующем 2005 году, да, Аланхо было признано шедевром нематериального культурного наследия человечества. И это дало нам возможность еще шире пропагандировать наш национальный эпос. И вы знаете, что ежегодно проводится ИСЭХ Аланхо, каждый раз программа расширяется. Вы посмотрите, вот, допустим, игры Дыгына, да, в рамках ИСЭХа Туймады, это же отдельное зрелище. И я знаю, что национальная вещательная компания Саха в 2020 году именно благодаря проекту «Игры Дыгына» стала лауреатом высшей телевизионной премии ТЭФИ. Да. Да, и мы тоже считаем, что это действительно тот продукт, который вот имеет уже хорошо упакован, и мы вообще можем во весь мир говорить о том, что мы сохранили и передаем в дар всему человечеству наши национальные виды спорта, которые очень зрелищные, очень привлекательные. Вот по масс-рейсингу мы можем сказать, что мы там и гендерную составляющую видим, там и мужчины, и женщины тянут палку, как говорится, и можно увидеть их эмоции, их радость от победы или горечь от поражений. Это очень здорово.
Александр Николаевич, про повод для осмысления. Вы общаетесь с молодежью, вы ведете лекции. Скажите, как они относятся к этому празднику? Есть ли что-то такое, что молодое поколение может дать старшему со своей точки зрения? Да, я провожу разного рода семинары, проводил в том числе по личности Михаила Ефимовича Николаева, потом после круглого стола по Шадрину Илья Максимович проводил с ребятами семинар и у юристов, и у экономистов. Там был взрывной рост интереса к этому персонажу, и ребята вот с таким воодушевлением докладывали. Вот мы сейчас планируем по Тыгын-Дархану тоже провести семинар. То есть мы посредством этого действительно формируем мировоззрение, формируем такой новый подход. И, конечно же, здесь вы упомянули о том, что я выступаю с лекциями. Да, я выступаю с лекциями на различных площадках, в том числе я бываю вот в федеральных структурах, прокуратуре республики, Госкомстате, федеральном казначействе и так далее. И везде с большим интересом воспринимается информация, в том числе о развитии нашей республики. И я хотел бы отметить, что в эти дни отмечается 5-летие перезагрузки общества знания. А общество знания сегодня ведет большую работу вообще с населением для того, чтобы повышать интерес к истории. Вот создание необходимых условий для пропаганды наших традиций многонационального народа. Начиная с Владимира Владимировича Путина, вот на этой неделе будет выступать и Мишустин Михаил Владимирович, будет выступать Дмитрий Анатольевич Медведев, вот именно в рамках марафона, который проводит Общество знания. То есть есть такие механизмы, есть такие институты, которые вот в этом вопросе расширяют сферу деятельности. И сегодня растет пул тех людей, которые хотят стать лекторами общества знания и выступать перед людьми. А это очень хорошая форма, да? Ведь каждый раз мы, выступая на лекциях, тоже сами, ну, будем говорить, сохраняем хорошую спортивную форму, да, потому что по разным направлениям, по разным темам мы выступаем и сами обогащаемся, потому что человек в течение всей жизни, наверное же, должен учиться, потому что я помню слова Михаила Ефимовича Николаева о том, когда он говорил: знанием победишь. Даже у него была такая вот награда, да, премия «Знанием победишь», которую он ежегодно вручал. И здесь, с этой точки зрения, конечно же, мы должны исходить из того, в том числе в пропаганде правовых знаний. Вот я сам являюсь человеком, который имеет 2 авторские программы. Да? Это программа «Конституция и мы». Конечно же, читать Конституцию просто так, текстуально, это может быть скучновато. А когда я приглашаю в студию людей, которые рассказывают про реализацию тех или иных конституционных принципов, это совершенно другое. Например, там приглашаю уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера, и мы говорим о сохранении языков народов Севера. Приглашаю уполномоченного по правам человека, который говорит о тех механизмах защиты прав людей в суровых условиях нашей республики. Да? И приглашаю, допустим, председателя парламента, он говорит о законотворческой деятельности нашего парламента. То есть люди вот с этой точки зрения воспринимают эту информацию, и у них отлаживается. Кроме того, у меня есть программа «Профессор, доступно о важном». И здесь выступают ректора наших университетов, институтов, академий, президент Академии наук Республики, либо генеральный директор Якутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук. Это все интересно, и вот я все это делаю в режиме пробона, я за это не получаю зарплату, никаких гонораров, я это делаю просто ради того, чтобы быть полезным своей республике, полезным своим людям. Ну и в том числе вот с 1994 года возглавляю юридическое сообщество республики, если посчитать, оказывается, 32 года. Вот все эти годы мы вот стараемся для того, чтобы поднимать уровень правовой культуры. Пользуясь случаем, я хотел бы, обращаясь к своим землякам, сказать о том, что каждый человек должен стремиться к тому, чтобы знать право. Да? И в этом смысле я могу порекомендовать, чтобы вы пользовались официальным интернет-порталом правовой информации
www.pravo.gov.ru, и вы не пожалеете, это будет очень здорово. Александр Николаевич, спасибо за то, что пришли, за такую лекцию. С вами всегда время так летит незаметно. Я благодарю еще раз вас за нашу с вами встречу. Приходите к нам еще. Спасибо вам. Всех с наступающим праздником, наступающим Днем Республики, 1 мая, Днем Победы. Да, действительно. Ну, а завершить эфир хочу словами Островского. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно таким образом, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.